Путин был в ярости. Из-за их бездействия страны привлекают другие силы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое резонансное событие произошло в нашей стране и у наших соседей. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Просим граждан, которые смотрят наши видео с территории России или имеют аккаунты на российских номерах, включать VPN при просмотре. Поддержите, пожалуйста, наш канал, чтобы мы могли в будущем продвигать правдивые новости. Директор по ресурсам и анализу Центрального командования США Роберт Ангер посетил Ошскую и Баткенскую область. Об этом на заседании парламента сообщил представитель президента и правительства Жогорку Кенеше Алмазбек Абытов. Он зачитал информацию МЧС, где указывается, что рабочая поездка Роберта Ангера длилась с 16 по 18 октября. За это время представитель США побыл в Баткенской области и встретился с заместителем министра чрезвычайных ситуаций Урматбеком Шамыркановым. В ходе встречи американская сторона ознакомилась с ситуацией на кыргызско-таджикской границе, работа министерства, а также помещение, где временно размещены люди. Мы со своей стороны сообщили Роберту Ангеру, что заинтересованы в обеспечении отечественных спасателей современной техникой, а также проинформировали его о том, что кыргызская пожарно-спасательная служба сотрудничает с США уже 30 лет, в частности по ликвидации последствий после землетрясений. Это не военное сотрудничество, указывается в официальном ответе. Накануне на заседании парламента Кыргызстана депутат Адахан Мадумаров заявил, что в Кыргызстан прибыла военная делегация из США. Он считает, что с учетом обстановки с соседними странами это невообразимый проступок. Мы являемся членами ОДКБ. Скоро будет заседание организации в Санкт-Петербурге. У нас нет соглашения о военном сотрудничестве с США, нет проекта. В парламенте подобный вопрос тоже не рассматривается, сказал депутат. А как вы относитесь к привлечению США к этому вопросу? Даже на этом уровне им дается доступ к информации. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А посол Таджикистана в Германии Эмамудин Саторов встретился с полномочным Федерального министерства иностранных дел Германии по сотрудничеству с Восточной Европой, Кавказом и Центральной Азией Матиасом Лютенбергом. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и дальнейшее укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Германией. В частности, обсуждены вопросы развития таджикско-германского сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры, науки, образования, безопасности, а также в других областях, представляющих взаимный интерес. Как сообщили в Департаменте информации Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, состоялся также обмен мнениями по ряду важных вопросов международной и региональной повестки дня. Мамудин Саторов обратил внимание немецкого дипломата на региональные процессы, в том числе на недавнюю напряженность на границе Таджикистана и Кыргызстана. Посол подчеркнул, что Таджикистан является сторонником решения пограничного конфликта переговорным и дипломатическим путем и остается непреклонным в своей позиции. Как вы относитесь к такому привлечению третьих, пятых, десятых лиц? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, правильно ли это делается? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.